В год столетия республики мы продолжаем рассказывать о наших именитых земляках. На этот раз героем сюжета стал уроженец деревни Градер Дмитрий Сивков, получивший известность под фамилией Дубровский. Елена Красильникова о генерале. Он ушел отсюда батраком, а вернулся генералом. В деревне Градер все жители были Сивковы, но Дмитрий, скорее всего, следуя революционному порыву, поменял фамилию на более звучную – Дубровский. Тогда многие коми выбирали фамилии политических деятелей и литературных персонажей. Вы дворянин, гвардии поручик, заодно с этим сбродом. Сядь! Позорить моих крестьян. Это мои друзья. С ними я навсегда связал свою жизнь. Дом, где родился Дмитрий Дубровский, не сохранился. Его внучатый племянник Александр Сивков показывает нам место, где стояла крестьянская изба. Дмитрий Егорович и мой отец Сивков Александр Егорович родные братья. Они родились в этой деревне Градер, многодетной такой крестьянской семье. Родительский дом у них находился вот здесь, недалеко от нас. В 1921-м Дмитрий Дубровский вступает в ряды Красной армии. Затем курсы командного состава в Новгороде и Ленинграде. Больше 10 лет службы на Дальнем Востоке. Он участник боев на озере Хасан. После учебы в военно-политической академии имени Ленина в 1939-м его направляют в Белоруссию. С первых дней Великой Отечественной Дмитрий Дубровский на фронте. Проходит путь от Оки до Эльбы, освобождает Волхов, Минск, Брест, Ригу, Варшаву, Берлин. Участвует в разработке всех стратегических операций 61-й армии. Его ценят военачальники, маршалы Советского Союза. Мы видим встречу Семена Буденова и Дмитрия Георгиевича Дубровского. Фотография датируется 1945 годом. Семен Буденный приезжал на Белорусский фронт как раз перед наступательной операцией на Берлин. Часть личных вещей и документов генерала в Национальный музей Коми передала вдова Мария Николаевна в 1964-м. Вот парадный китель, фуражка, шинель. В коллекции представлены кортик, кобура от револьвера, почетные грамоты, фотографии, ордена и медали. Это награды польского правительства. Это орден Крест Грюнвальда 3-й степени. Это серебряная награда. Он был достоин ей за форсирование реки Одер в 1945 году. Еще очень интересная награда – это орден военной доблести Виртути Милитари 5-го класса. Такой наградой награждали за какие-то выдающиеся заслуги. В данном случае Дмитрий Георгиевич был достоин этой награды за форсирование Вислы и освобождение города Варшавы. С 1945-го Дубровский возглавляет управление военной администрации в Саксонии. Спустя 5 лет возвращается в Советский Союз. На малую родину в Градер генерал приезжает только один раз, летом 1952-го. Добирается на катере по реке. В то время нет другой дороги в деревню. Внучатому племяннику Александру было тогда 6 лет. Наверное, последний очевидец, который видел это событие, как приезжал сюда. Это единственная фотография той встречи с земляками. Он привозит родным подарки, брату вот эту шляпу, которой тот потом очень гордился. Ну а детям, конечно, конфеты. Там Мишка на севере, в таких фантиках, конвертиках. В то время, конечно, для меня это был шедевр. Потому что кроме кускового сахара в кармане грязном, больше сладостей не было. Вот. Встретили его, и спустя некоторое время он попросил у деда сходить на рыбалку, посмотреть свои родные места. После рыбалки рядом с родительским домом разводят костер, варят уху, угощают соседей и друзей, поют под гармошку фронтовые песни. На второй день Дмитрий Дубровский обходит дворы своих знакомых и уезжает. В Москву он берет с собой горсть родной земли и рыбники, которые испекла жена брата. Сейчас при въезде в Градер установлена мемориальная доска Дмитрию Георгиевичу. Как только сойдет снег, здесь начнут работы по благоустройству. А это уже село Выльгард, мемориал павшим в боях за родину и труженикам тыла. На одной из плит высечено имя Дмитрия Дубровского.